Для мошенников не существует ни возрастов, ни национальностей. Им важно, чтобы они получили чужие деньги любым путем. Поэтому они не гнушаются ничем, когда идут на обман граждан. И сейчас вы увидите сюжет передачи, которая выходила на Первом канале. Я попрошу включить видеоролик. Перед выступлением Сарданы Михайловны Гурьевой, уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, посмотрите, пожалуйста, этот сюжет, и вам многое станет понятно. Владимир Михайлович, здравствуйте. Что вам такого сказали мошенники, что вы не пожалели ни денег, ни квартиры, ни соседки, так забегая вперед? Они мне сказали, что я, значит, сам могу лишиться денег, что они мои деньги спасли, но что действует огромная сеть жуликов, которую они сейчас разоблачают, и я могу им в этом помочь. Как пришло первое сообщение? Это было в мессенджере, это был звонок? Как? Сейчас скажу. Сначала были звонки, потом пришло по мессенджеру мне послание от директора института нашего, что, значит, с вами хочет связаться зам президента Академии наук по фамилии Чехонин. Я говорю, я первый раз слышу эту фамилию, вообще, что он вице-президент. Вот вы ему, значит, позвоните, пожалуйста. Я, значит, не звонил, но он сам позвонил, сказал, что он Чехонин, что вот он хочет мне помощи, чтобы я оказал в неком печальном деле для Академии наук. Он меня соединит с человеком, который куратор Академии наук от ФСБ. Дал телефон, позвоните ему. Вот я позвонил. Он сказал, вы знаете, да, дело серьезное, вот я вам сейчас дам телефон сотрудника ФСБ, который ведет эту операцию. Дал телефон, я снова позвонил. Вот. Тот сказал, что да, хорошо, что вы согласны помочь. Вот. Мы посмотрели с вами сюжет гражданина Гольберга Владимира Михайловича, который в этом году обратился в наш правозащитный орган Республики Саха-Якутия. И к тому времени не было возбужденного уголовного дела. И только после нашего обращения в адрес уполномоченного по правам человека Российской Федерации в мае месяце текущего года было возбуждено уголовное дело. Ну, Владимир Михайлович для нас он человек родной, поскольку он практически является зятем основателя нашей республики Максима Кировича Амосова. И, конечно, сейчас все силы направлены на то, чтобы это и правозащитное сообщество, это адвокаты, на то, чтобы помочь Владимиру Михайловичу в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в наш адрес в этом году они, слава богу, не массовые, но между тем каждый случай он является сам по себе очень драматичным и не может оставлять нас равнодушным. Гражданка, она уже практически отчаялась, это в Хангаласском Улусе, уже была перед совершением суицида, но доверилась, вот как сейчас многие спикеры выступали, рассказывали, осталась без дома, без денег, без надежды. И благодаря мы обратились в МВД по Республике Саха-Якутия, также удалось возбудить уголовное дело, и гражданка получила психологическую медицинскую помощь. И как раз история этой женщины о том, как важно не терять надежду, и как важно бороться, чтобы вернуть то, что было украдено. И уже недавно был случай, когда в момент совершения мошеннических действий мы пресекли продолжение неправомерных действий, и при обращении руководства МВД по Республике Саха-Якутия буквально за полчаса были приняты такие оперативные меры, что защищены имущественные права гражданки. В этом случае, слава богу, до лишения квартиры ситуация не дошла. Ну и затем была оказана силами медицинских учреждений медицинская помощь, потому как гражданка уже находилась в прединсультном состоянии с давлением 190 на 120 и была немедленно госпитализирована. Здесь в этом году, уважаемые участники форума, как нам довели на Всероссийском горсовете, уполномоченных по правам человека, откуда я вот буквально прибыла на днях, значит, о том, что на Первом канале вот передачи «Пусть говорят»,
впервые организованная схема, такой цикл передач, который посвящен именно раскрытию схем мошенников. И здесь я соглашусь с выступлением представителя прокуратуры о том, что действительно многие звонки, они вот корни берут с Украины, Днепропетровска в частности, где под прикрытием, скажем так, государственных структур создана очень мощная разветвленная сеть, которая на сегодня ведет такую войну против наших граждан, проживающих на территории Российской Федерации. И мы, как с вами видим, со всех источников читаем, что способы все изощреннее и циничнее, разные. Поэтому, допустим, вот Кольберг Владимир Михайлович, которого мы отрывок немного с учетом регламента вам показали, он мне сказал таким образом: оказывается, на меня обрушилась мощь всего государства, которое сейчас идет против России. Я-то, говорит, один что могу сделать. Поэтому здесь мы говорим о комплексе мер, которые необходимо наряду с тем, что сам гражданин тоже должен быть начеку, безусловно, потому что первые сигналы идут к нему. Как правильно советует, сейчас тоже предыдущий спикер выступал о том, что нельзя поднимать трубку от любых незнакомых номеров, потому что может быть подделка голосов через нейросеть и так далее. Мы должны четко понимать о том, что при правильной позиции гражданина государство, конечно, кредитные учреждения, финансовые учреждения и операторы сотовой связи, когда мы вместе в связке идем, конечно, мы можем противостоять. И, безусловно, как здесь правильно отмечалось, я уже перехожу к предложениям, потому что актуальность достаточно для нас уже понятна. То, что на сегодня проводятся информационные кампании для граждан и для работников по найму, и для пожилых, это важно. Потому что, вот, допустим, я смотрю в телеграм-канале, подписано на МО «Якутская», постоянно каждый день дается информация о том, значит, какие есть примеры и как себя защитить от таких преступных посягательств. Как говорится, если капля камень точит, каждый человек будет читать много-много-много такой информации, все равно, безусловно, идет проект накопления, механизм накопления информации. Поэтому и объясняется там как раз и защитить от мошенников, и как распознать обман. Мы поддерживаем уроки финансовой грамотности, которые, как мы знаем, они проводятся в наших общеобразовательных учреждениях. И действительно важно, что сегодня вот на первом таком форуме, который посвящен против киберпреступности, в основном зале у нас находится молодежь. В части дополнительных мер безопасности при переводах денег не только через СМС возможно требовать подтверждения операций по телефону и через мобильное приложение. Возможно, здесь, Антон Анатольевич, нам надо будет подумать. Конечно, это, безусловно, осложняет работу кредитных учреждений, но если уже будут масштабы такие, что даже по официальным данным у нас за год и 9 месяцев 1 600 000, это только официально. Неофициальные, конечно, те деньги, которые ушли, их может быть гораздо в разы больше. Поэтому и такие механизмы нам, возможно, стоит изучать. Видеоматериал, обучающие кампании, информирование клиентов о способах защиты от мошенничества. Сейчас мы знаем в республике, вот как раз под гидом и кураторством Центробанка, Национального банка, значит, активно банки, сотрудники именно банков подключились. Мы уже знаем положительные примеры по Алмаз-Регенбанку и по другим банкам. Поэтому корпоративная культура и обучение самих сотрудников банков, постоянное с учетом тоже движения кадров, считаем это крайне важным. Вот последний случай по гражданке Г. как раз было то, что она обслуживалась, например, по одному адресу. Мошенники, которые, значит, заставили в кавычках ее перейти по другому адресу, где она уже успела 300 000 отправить. Ну, как раз там не было того, что сотрудник банка не оказал бдительность, потому что, ну, странно, когда действительно бывают операции, большие суммы идут неизвестно куда, хотя даже при том, что, конечно, идет обработка граждан со стороны мошенников. Значит, подозрительные транзакции уже вот периода охлаждения есть, их тоже надо мониторить, и данный механизм, возможно, еще будет далее расширяться.
В части, вот мы увидели с вами схему Центробанка, где там есть приложение о том, по сотрудничеству с правоохранительными органами и кейсы, когда сотрудник правоохранительного органа может сразу прибыть в банк. Вот это, я считаю, это очень правильный подход и правильный механизм. И это надо, значит, сотрудничество, безусловно, расширять, и мы тоже здесь поддерживаем. Есть у нас, уважаемые участники форума, защитник приложения, вы знаете, да, вот в частности на моих номерах защитник постоянно блокирует. Мы знаем, что это делается на платной основе, поэтому возможно тут дифференцированный подход. Посмотреть, обращаемся мы в адрес мобильных операторов о том, чтобы ограничения на звонки с неизвестных номеров возможно и для всего даже населения, вот с учетом масштаба этого мошенничества, которое происходит, организовать на бесплатной основе. Например, блокировать входящие звонки с номеров, не зарегистрированных в их сети. Система проверки подлинности звонков, это предложение мы ранее тоже озвучивали, сейчас актуализируем. Вводить специальные коды, возможно, или уведомления, которые подтверждают, что звонок действительно идет от официального представителя банка или другой организации. По линии Народного фронта вот программа по мошенническим номерам действует, и было ряд передач, вот Рита как раз пропагандирует, и мы поддерживаем вашу правосудительскую деятельность. Я думаю, что можно и далее масштабировать как раз по линии Народного фронта принимаемые действия, потому что это тоже позволяет, ну, скажем так, интегрировать, да, и накапливать те номера, уже определенный объем информации, который может быть полезен в борьбе с мошенниками. Очень важным является следующее еще положение, конечно, они базовые, уважаемые участники форума, это защита персональных данных. Вот откуда при нарушении законодательства персональных данных утекает, в кавычках, вся информация таким мошенникам, которые, в частности, вот по схеме, которую нам рассказали пранкеры в Иван и Лексус в Первом канале, вы ссылку можете вбить, посмотреть. Это передачи были в конце октября на Первом канале, как раз по схемам мошеннических действий. Именно от того, что была утечка персональных данных, это как раз необходимо, на наш взгляд, и надо подумать нам, вот, вместе с Народным фронтом, с народными депутатами, возможно, в части постоянного аудита безопасности своих данных, лучшие практики киберзащиты именно внедрять именно тем организациям, которые занимаются обработкой персональных данных. Вот там идут, мы с вами читаем, паблики читаем открытые, что сливаются персональные данные. И здесь, конечно, мы с вами очень уязвимы. Вот это базовый момент. И второй момент, когда мошенники, они же не только останавливаются на денежных средствах и на тех кредитах, которые заставляют оформлять и лишается недвижимости. Здесь мы тоже с аппаратом нашим внимательно сейчас анализируем действующее законодательство, что только буквально при наличии электронной цифровой подписи можно вообще, даже могут ее подделать, грубо говоря, есть такие отдельные факты, оказывается, мы практику тоже изучили, и лишиться жилья. То есть все идет электронно. Раньше мы с вами помним, до 2015 года все было на бумажных носителях. У нас сейчас с вами даже нету свидетельства права собственности. Вот и здесь надо подумать с точки зрения переосмысления этих норм федерального законодательства, потому что правовые механизмы, они резко пошли вперед, наши граждане с вами оказались здесь не готовы и остались уязвимыми, открытыми. Вот в отношении, допустим, гражданина Г, которого сейчас показали, у него тоже квартира за 22 миллиона, которая на рынке стоит, он ее продал за 11 миллионов, глубоко верю, что квартиру он свою защищает. И все это проходило достаточно очень быстро электронно. А международный опыт, конечно, показывает о том, что при договорах с недвижимостью, значит, здесь присутствие адвоката возможно, нотариуса возможно. Ну, тут можно изучить разные модели, тоже надо ко всему очень взвешенно относиться. И не только чтобы электронная цифровая подпись, вариант электронный,
цифровой подписи. Но еще чтобы и бумажные носители обязательно в каких-то отдельных случаях были. Вот в этих вопросах тоже, сделках с недвижимостью, мы тоже с вами достаточно уязвимы. Поэтому мы хотели обратить внимание, значит, сформулировать такую задачу, чтобы мы это с вами проанализировали по внесению изменений в действующее законодательство, потому что все-таки, конечно, мы видим защиту со стороны государства, государственных структур, и важно, чтобы сейчас граждане сами тоже осознали. Понятие у нас есть 3 вида защиты, да, самозащита, общественная защита, государственная защита. Государственная защита, она развернута, она вот и сейчас через информационные каналы аж на федеральном уровне впервые показали эту схему всего обмана. Общественная защита, то, что мы сегодня с вами находимся на этом форуме, и, безусловно, нам важно сейчас формировать у каждого гражданина надежную систему самозащиты. И когда все механизмы будут работать в совокупности, тогда мы будем с вами действительно защищенными и будем противостоять таким циничным, злостным преступникам. Благодарю за внимание. И на сцену я приглашаю Панькова Дмитрия Александровича, руководителя исполкома Народного фронта, для небольшого такого торжественного отступления. Все, я думаю, здесь присутствующие прекрасно знают, какую работу проводит Народный фронт, помогая ребятам на новых территориях, находящихся на передовой, участвующим в специальной военной операции. И здесь присутствует у нас сегодня герой Российской Федерации Юргин Игорь Васильевич. Мы, к сожалению, очень все заняты настолько сейчас в наших реалиях, что мы просто реально не можем друг друга найти. И сегодняшняя площадка нам это позволила. Для нас большая честь, что у нас присутствует сегодня министр по делам молодежи и социальным коммуникациям. Причем это министерство одно из основных операторов от органов исполнительной власти, которое в том числе налаживает вот эти социальные коммуникации в борьбе с мошенничеством. И у нас 29 октября прошла очень торжественное мероприятие. Это вручение нагрудного знака «Народный фронт. Все для победы». У нас был такой и остается лауреат данной награды, это Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, позвольте вам вручить ее сегодня.